Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это Ice News, и я его ведущая Полина Долинская. В этом выпуске. Прогнозы ледохода. Сахамин Афанасьев рассказал о подготовке к паводку 2021 года. Помним войну. Третий этап комплексной экспедиции проходит в акватории Кольского залива. Как африканские животные весну встречали? Работники московского зоопарка поделились эксклюзивными кадрами. Теперь об этом подробнее. Запасы снега и толщина льда на реке Колыма превышают норму. Об этом в радиоэфире Т-Тим НВК «Саха» в передаче «Диалог с властью» сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Сахамин Афанасьев. По прогнозам, ледоход в этом году пройдет по сценарию 2001 года. Опасные районы – это река Колыма, где выше нормы запасы снега и толщина льда по всей протяженности водотока, сказал он. Также превышение нормы по толщине льда выявлено на реке Лене, начиная с поселка Сангар, в верховьях реки Амги и в низовьях реки Алдан в районе села Крест-Хальджай. В целях предупреждения паводка проводятся превентивные мероприятия. Между тем, завершили работы по ослаблению прочности льда на реках республики в преддверии ледохода. В этом году работы выполнены в 9 районах республики на 31 затороопасном участке общей площадью более 200 гектаров, сообщает Минэкологии региона. Так, работы прошли на 15 участках реки Алдан в 5 районах, на 11 участках реки Амги в 4 районах. Кроме того, зачернены 4 участка реки Нюя в Ленском районе и 1 участок реки Тока в Алекминском районе. Проводится комиссионная приемка выполненных работ. С наступлением тепла многие поспешили заменить гардероб на межсезонные модели. То же самое касается автовладельцев. Но не стоит забывать, что весна в Якутии обманчива, и порой сложно угадать момент для переобувки авто. Когда нужно менять зимние шины на летние, узнавала Марина Крутихина. Поймать момент, когда пора менять зимнюю резину на летнюю, задача не из легких даже для автомобилистов с большим стажем. Погода в межсезонье капризная. Вчера все таяло, ночью были заморозки и выпал снег. Так когда же пора менять резину? Сейчас в шиномонтажке спокойнее, чем осенью, когда проходит до 30 машин в день. Весной в 2 раза меньше. Иногда автослесари даже отговаривают от преждевременной замены резины. Стараюсь не торопить людей с заменой шин, потому что вот из практики жизни на севере за 20 лет, сколько я живу, то я пришел к мнению, что торопиться с заменой шин не стоит. Когда уже, так скажем, такие дороги проселочные или между улиц, в частном секторе, когда они уже полностью растают и высохнут, вот тогда уже в принципе можно заменять автошины. Чтобы использовать летнюю резину, нужно дождаться среднесуточной температуры выше 5 градусов. Иначе можно устроить танцы на льду. Недавно пример был на улице Объездной, АТЗ-70. Пришло дорожно-транспортное происшествие, сдвиг гололедицы. Если была бы зимняя шипованная резина, я думаю, надеюсь, чтобы это бы не повлекло бы заносу данного транспортного средства. На трассах тоже еще снег, а местами дорога больше напоминает каток. В Алмаздортрансе к вопросу безопасности относится ответственно. На всех грузовых автомашинах стоит всесезонная резина. На почасовом транспорте шины меняют 2 раза в год. Ориентир, конечно, для замены – это погодные условия и состояние дорожного полотна. На сегодняшний момент как раз наступает такой период для замены. Но при этом у нас весна затянулась, морозы стоят довольно-таки длительные. Состояние дорожного полотна еще не показывает на то, что необходимо менять резину. Во всех случаях водители ориентируются на погоду. Получается, что лучше всех знают, когда переобувать резину синоптики. По их прогнозам, почти весь апрель ночью будет минусовая температура. Так что не торопимся, безопасность прежде всего. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
В Мурманской области гидрографы Северного флота совместно с Русским географическим обществом проводят обследование акватории Кольского залива в рамках третьего этапа комплексной экспедиции «Помним войну». Специалисты визуально обследуют ранее найденные объекты с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов. Экспедиция «Помним войну» пройдет 8 этапов с февраля по сентябрь этого года. Основные задачи – это высокоточная съемка рельефа дна, уточнение навигационных морских карт, освоение новой техники и современных методов работы, а также сохранение памяти моряков-защитников Отечества. В Якутии завершились соревнования лыжников и биатлонистов в рамках 4-й зимней спартакиады. Состязания проходили на лыжной базе города Алдана. Наши корреспонденты побывали на закрытии соревнований и узнали, команды каких городов и районов в этом году стали победителями. Достопримечательностей Алдана – знаменитая лыжная база, тренироваться на которую приезжают члены национальной сборной по лыжным гонкам и биатлону. И именно здесь проходили соревнования лыжников в рамках 4-й зимней спартакиады. Эта спартакиада была особенной, так как растянулась на 2 года из-за введенных ограничений. Но, несмотря ни на что, спортсмены сумели подготовиться и показать достойные результаты. Взять сборную команду Ленского района, почти все мастера спорта. Также у нас порадовали наши биатлонисты. На первый день соревнований они обыграли гонщиков. Но, конечно же, на второй день гонщики показали, что они и есть гонщики. Третий день у нас был биатлон. И у нас есть лидеры в этом отношении, есть чемпионы и призеры Российской Федерации среди школьников. И вот Петрова Регина показала свое мастерство в гонках. У нас в лидерах Клугин Александр, но Шестаков с английского Никита, он показал себя, что он может бороться с мастерами спорта. Биатлонист Николай Максимов, первый из якутян, завоевал серебро на первых зимних играх «Дети Азии» в 2019 году. Но на спартакиаде зимних видов спорта выступал впервые. В этом году первый раз, впечатления отличные, вообще прям все весело. Про соперников, там соперники сильные, готовились. Юниор с 2000 началась до 2004. Там было тяжело с ним бежать 2000 годами. Борьба на трассах была напряженной, каждый спортсмен выкладывался на 100%. Об этом говорит хотя бы тот факт, что между победителями и серебряными призерами спартакиады разрыв составил всего в 1 очко. Ну и по общекомандным результатам у нас в первой группе и общекомандным заняла команда города Якутска, выиграв 1 очко у команды города Неринга, и команда города Алдана стала 3-й. Ну, по второй группе у нас, как вы сейчас увидели, Амгинский район занял 1-е место, 2-е место дал Серафчинский улус, 3-е место Мегано-Кангаласский улус. И спортсмены, и судьи надеются, что на следующую 5-ю спартакиаду заявки подадут большее количество команд с большим количеством участников. Тем более, что в Алданском центре есть все условия для проведения соревнований на самом высоком уровне. Наступление тепла не может не радовать не только людей, но и животных. Это доказывают кадры, снятые работниками московского зоопарка. Кенийский жираф Липа, радуясь возвращению на открытый воздух, с удовольствием побегала по уличному вольеру. На кадрах видео животное наслаждается весенним солнцем и резвится на площадке в компании зебры по кличке Дебора. В пресс-службе зоопарка отметили, что Липа бегает довольно быстро, добавив, что в природе скорость жирафов может достигать до 60 км в час. А теперь перейдем к прогнозу погоды. Сегодня в столице преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Столбик термометра зафиксирован на отметке 4,6 градусов тепла. В субботу по городу Якутску синоптики прогнозируют небольшой снегопад утром и днем. Ветер подует с юго-запада 4,9 метров в секунду с порывами до 17 метров. Температура воздуха ночью -1, -3 градуса, днем 3-5 со знаком плюс. На территории Жиганского, Кобяйского и Ленского районов в ближайшие сутки будет ветрено. Здесь порывы ветра дойдут до 23 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду прогнозируются в Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Оленёкском, Алекминском районах, а также в Центральной Якутии. На большей части территории республики синоптики обещают осадки. Небольшой, местами умеренный снег, который при умеренном ветре усилится в южных районах в воскресенье 18 апреля.
На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий республики, а также за ее пределами.